чтобы не пил и без вредных привычек. Вся проблема в людях. Их нет. 500 долларов нет, 500 рублей может. Ну, не такая же, как у Александра говорит, что 10 тысяч. Як жыве беларуская вёска? Ці праўда, што ў вёсцы няма працы? Ці засталася ў вёсцы моладзь? Чым яна займаецца і пра што марыць? Шукаць адказы на гэтыя пытанні мы едзем у выпадкова абраны сельсавет Хаценчыцкі, што ў Вілейскім раёне Менскай вобласці. Как бы в деревне конкурс, отбор тут никакой не происходит, тут, чтоб не пил и без вредных привычек, в общем. Радует. Зарплата радует. Для деревни это хорошо, зарплата. 500 рублей платят? Да, больше. Сколько? 700-750. Живу с родителями на данный момент и деньги отдаю родителям. Ну, там себе забираю, там, чтобы машину заправить и себе осталось. А так... Застаёмся ў шыбках і шукаем Паўлаву маці. Яна працуе на пошце і ездзіць на працу за 10 кіламетраў у Ілью. Гэта ўжо іншы сельсавет. Ну, у меня оклад 270 рублей. Вы знаете, что, ну, а с чего может быть зарплата, если рабочий день 5 только часов? Нет ни магазина, нет ни ФАПа, нет ни... Ну, вообще ничего нет. Почту нам привозят тоже с Вилейки, машина приезжает. А так больше, ну, где можно найти работу? Есть у нас только одна пилорама, там работают мужчины. Ну, а для женщин, я считаю, что работа... Нет, ну почему? Есть у нас соцработник, работа, который обслуживает бабушек. Ну, а больше... А мы едзем далей і трапляем у пасёлак партызанскі, які калісьці быў, як кажуць мясцовыя, амаль як цэнтр жыцця, бо раней тут працавала паспяховае прадпрыемства шклозавод Залессе. Ён закрыўся гадоў 10-15 таму. Спросить, работа есть тут у деревни? Ну да, пилорама. Тяжелая работа на пилораме? Ну, конечно. Ну, с деревом работать тоже. Ну, надо, другой работы нет. Нет работы. Поселок вот все стекольный завод закрыли. Ну, тоже тяжело. Стеклозавод. Это же вредное предприятие. Стало. 500 долларов можно заработать на какой-нибудь работе? 500 долларов нет, 500 рублей может. А вось і піларама, на якой знаходзяцца нешматлікія працоўныя месцы пасёлку партызанскага. Яна займае частку будынкаў былога шклозаводу і вырабляюць тут еўрападдоны на экспарт. Уласнік вытворчасці Віталь, пабачыўшы нашу цікавасць, адразу прапануе купіць ягоны бізнес. Усяго за 120 тысяч долларов. Хотите прямо сегодня? Я сажусь в машину и уезжаю. Да. Неприбыльные? Я говорю, я сажусь в машину и уезжаю. Люди, те, которые работают, те нормально живут. То есть, как бы проблем нет, а можете по деревне проехать, увидите, кто работает. Ну, там мужчина 30 годов, кольки может заработать? Ну, где-то 800, от 800 до 1200 можно заработать. 400 рублей и выше в месяц. Кто как трудится, кто как... Было бы желание, было бы старание и заработаешь. Па ўсім відаць, што Віталь не мае гендерных стэрэатыпаў. На ягонай пілараме жанчыны працуюць нароўні з мужчынамі. Але ўласнік скардзіцца, для поўнай загрузкі прадпрыемства не хапае рабочых. Запрашае на працу ахвочых хоць з Менску. Везде нужны люди. Если, допустим, она режет бревно, стоит она там сумасшедших денег, то все равно 2 человека нужно, чтобы относили продукцию. То же самое, полок, доску. И что? Вся проблема в людях. Их нет. Вот требуется на работу, гляжу людям. Думаю, может, кто и поехал. Опять же, ездить. Это ж гроши треба на бензин.
жить где-то надо. Вообще ж у нас уже возраст люди, у нас не молодого возраста. У нас молодых уже нету. Вот остались те, кому никто не потребен. 50, 60 и 80. Надо было вам 20 годов тому назад приехать и спросить у людей, как тут молодежь была. Тут молодежь, тут все хотели остаться, думаешь, строиться будет завод. Но собирались на завод провести. Ну все, тут это собирались. Но сказали, нерентабельно. И вся молодежь уехала, остались только старики и пенсионеры. Скотину подушили, блядь, все поубирали. Люди спиваются. На суседняй вуліцы працуе іншая брыгада. Гэта ўжо электрыкі з Белтэлекаму. Яны рамантуюць камунікацыі, якія пашкодзіла першая брыгада з водаканалу. Я знаю, что моя жена работает в больницу, и зарплата 300 рублей. Вон лучше от Шарки туда, в Карпаише подъедете, куда они на работу едут. Кто куда? Кто Минск. Точно так же, Вилейский район, Молодечный, работы нету. Люди ездят с Вилейки, Новинки, Боровляны. Да, по 100 километров добираются, потому что нету работы. Завяршаем падарожжа па хаценчыцкім сельсавеце ў вёсцы Карпавічы. Гэта месца, дзе можна здымаць фільмы жахаў, закінутыя зернясховішчы, школа выстаўленая на продаж, занядбаны будынак колішняй сталоўкі. Нас зацікавілі дамы з забітымі блакітнымі шыбамі. Ідём высвятляць, ці застаўся там хто жывы. Сустракаем былога выкладчыка геаграфіі, які згаджаецца правесці нам экскурсію. Ферму вложили там большие деньги. Я всю скотину забрал. Не знаю, сколько тут треба вложить, но укладывать никто не собирается и не хочет. Вы думаете, это один? Вот соседний дом. Там еще квартиры. Да, мы бачим, что вот, там половина осталась. А вот там двухэтажные, только в одном живут. Тоже все растянуто, разбомбили. Конторы только пожарные и почта.